обеспеченность, необходимость. Может только наращивать техникой или людьми здесь, но а так мы перекрыли вот такими объектами уже Жайракский район. Вопрос пожарной безопасности в Горной Ингушетии решен. В Альгете открыли новое здание пожарно-спасательной части. Потянуло меня на эту работу. А где-то я уже 22 года уже фермером работаю. Успешное развитие сельхозбизнеса на примере одного из фермеров, как Иса Измайлов, намерен составить конкуренцию на рынке сельхозпродукции. Надеюсь, сюда поступлю, окончу на красный диплом и уже за пределами поступить. Приемные комиссии вузов и СУЗов продолжают свою работу. В пожарно-спасательном колледже абитуриентам предлагают специальности по 5 направлениям. Если врач может работать, значит, у него огромный опыт. Этот опыт он будет передавать подрастающему поколению. Повышение пенсионного возраста, что об этом думают политические, общественные деятели и сами работающие пенсионеры. Тренироваться, тренировки, прием отобрать в этажи, умнуться, дика. Под чьи знамена они не становились, ребята славят Ингушетию. Наши соотечественники в составе сборной Франции успешно выступили на соревнованиях в Германии. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости-24». Здравствуйте. В Жайракском районе открыли новое здание пожарно-спасательной части. Там присутствовали руководитель субъекта, помощник полпреда президента ВСК ФО и глава регионального МЧС. Здание построили в селе Альгете. Спасатели будут обеспечивать пожарную безопасность во всем горном районе. Репортаж Сельмихана Калоева. Это долгожданное и радостное событие как для огнеборцев, так и жителей всего Жайракского района. Новое здание пожарно-спасательной части номер 5 расположилось в высокогорном селе Альгете. И не случайно, ведь именно в этой местности спасателям удобнее всего держать на контроле чрезвычайные ситуации всего района. Более того, недалеко от части находятся и резервуары на 150 кубов воды, что очень удобно для пожарных. Поздравили спасателей с открытием нового объекта и пожелали успеха в работе глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и помощник полномочного представителя президента России СКФО Николай Лютюк. Такое хорошее помещение, насколько я помню, мы здесь планировали не только как самодепо, но и делать вот такой хорошей зоной последующей. Я думаю, что руководитель, который будет управлять этим процессом, в ближайшее время мне и министру по Ингушетии покажет хорошие результаты. Я хочу поздравить всех с этим событием, пожелать успеха в работе, меньше, конечно, профессиональных выездов, с учетом того, что нарушений будет меньше. Ну, а если такие будут, чтобы профессионально отрабатывали. Ну и, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, что это рабочие места для местных жителей. Я надеюсь, что здесь работают только местные жители, кроме специалистов, которых сегодня может не быть. Но поэтому и специалистов надо готовить, обучать, готовить и работать над этим. Полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе очень серьезное внимание уделяет предупреждению, ликвидации, пожарной безопасности, безопасности на воде. И когда я его проинформировал по телефону, что вот такое мероприятие в самой уважаемой мною республике на Северном Кавказе, он сказал, конечно же, поезжай. Поэтому я, уважаемые коллеги, еще раз от его имени, от себя хочу поздравить вас с таким шикарным заведением. Хочу сказать спасибо большое главе республики за то, что он очень серьезное внимание уделяет этим мероприятиям. Торжественное перерезание ленты, а далее экскурсия по новому объекту. Для эффективной работы и отдыха в трехэтажном здании предусмотрели все. Ну, здесь связь у нас есть, естественно, с большой землей. Сейчас в течение недели, то есть заявку отправили. На первом и втором этажах расположились служебные помещения. Диспетчерская, караульная, столовая, комната психологической разгрузки, учебные классы и не только. На втором этаже также находится актовый зал,
где проводятся совещания, собрания с личным составом. Также находятся еще служебные кабинеты, кабинет начальника части, заместитель начальника части. Вот те технические кабинеты, учебные классы здесь находятся. Все для личного состава, для подготовки, обучения, для функционирования полноценной данной пожарной части. В подвальном помещении, как и на всех этажах, присутствуют душевые, раздевалки и складские помещения. Третий этаж отвели под гостевые помещения, а в скором времени здесь появится и собственный музей. А на случай, если спасатели из других пожарных частей будут задействованы при возникновении ЧП, здесь также для них отведены отдельные комнаты отдыха. В общем, предусмотрели все. В новой пожарной части несколько единиц техники. К примеру, эта машина с повышенной проходимостью, оборудованная цистерной вместимостью до 3 тонн воды. А вот, кстати, эту завезли совсем недавно, вместимостью на 2 тонна больше. Но это еще не все. В части также есть 2 квадроцикла для доставки личного состава в труднодоступных горных местах и 1 снегоход. Это помещение, кстати, отведено под мойку, поскольку в пожарное депо грязные машины не загоняются. Ветеран МЧС Багаудин Беков, стоявший у истоков создания пожарной службы в Ингушетии, как никто другой помнит, насколько трудно было нести службу в начале своей карьеры, когда элементарных условий не было и в помине. А о таких зданиях можно было только мечтать. Не то, что с нуля, с минуса все начиналось. Ничего не было. Ни машины, ни здания, ничего. И только через полгода мне удалось организовать здесь службу, купить машину, одну, единственную, и создать штатную численность и пожарную часть. Ну и, соответственно, по ходу уже там кое-как условия улучшались, но такого все равно, как сейчас, не было. Не может нарадоваться новому объекту теперь уже бывший пожарный, а ныне ветеран службы Абукар Ташхоев, который посвятил спасению человеческих жизней более 14 лет. Пожарную сейчас поставили с учетом того, чтобы могли пожарные добраться быстрее до места и как бы географическое расположение пожарной части соответствует тому, чтобы добраться и в Альгете, и в Хуле, и в других населенных пунктах, которые лежат рядом. И зато поставили здесь. Раньше в пожарной охране приходилось ютиться в маленьких помещениях, но несмотря на это, с поставленной задачей сотрудники пожарно-спасательной части номер 5 всегда справлялись. А теперь с появлением нового объекта служба станет еще плодотворнее. Наемные помещения чуть-чуть, а душа вот мотогёч, хит генер акадия, машин хит чуть-чуть ясер, хаз условия же катепи, шимашин етрак, хит шорты, бог бежал же, бедаяндали бог беб, но посади аж денаха. Азм заниматься метик. Учебный класс, учебная башня, где-то трехэтажное сооружение. Цеги заниматься. Яркие условия, это тренажерный зал, кабинет психологической разгрузки. Короче, всем требованиям соответствует делать должен. Удобство нового здания оценили и почетные гости мероприятия. Обеспеченность, необходимость. Это может только наращивать техника или людьми здесь, но так мы перекрыли вот такими объектами уже Жайракский район. В последующем мы планируем там на равнинной части работу дальше продолжать по плану. Качественно, я скажу, оцениваю это вот открытие пожарного депо. И я еще хочу сказать, вот, спасибо большое Юнусбеку Мамедгариевичу, спасибо Руслану Калвою, что они очень серьезно уделяют внимание этому направлению деятельности, потому что вы же прекрасно понимаете, что это человеческая жизнь, это ущербы, ну и, естественно, очень серьезное направление деятельности. Поэтому им большое спасибо. Что касается пожарного депо, то, естественно, такие условия созданы не только для службы, но и для отдыха. То есть впечатление такое, и это правильно, это издано. Мы строим здесь на Кавказе. Вот. То есть люди идут как на праздник. В принципе, у нас получается, что 100% объектов, они уже новые, с теми условиями, которые должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности населения.
А здесь почему мы сделали приоритет именно по горной части? Ну, понятно, что первое и основное – это то, что туристический комплекс у нас развивается и очень бурно. У нас посещает по 50 тысяч туристов в год, поэтому, естественно, обеспечение безопасности этих людей, не только для населения местного, но и этих людей, это наш приоритет. Уже сейчас в штате пожарной части насчитывается около 20 человек. В будущем эту цифру планируют довести до 70 огнеборцев, которые выполняют широкий спектр задач в любое время, когда людям понадобится их помощь. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24. Дорога в 1000 ли начинается с первого шага. Эту древнюю китайскую пословицу, как нельзя кстати, можно отнести к Исе Измайлову. Начав с подсобного хозяйства, герой следующего сюжета благодаря своему упорству смог стать успешным фермером. Сейчас в его распоряжении около 200 гектаров земли и крупнорогатый скот. Иса планирует расширить хозяйство, и в этом он надеется получить поддержку от государства. Если все пойдет успешно, фермер намерен составить серьезную конкуренцию на рынке сельхозпродукции. Слово нашему корреспонденту. 20 лет назад начинающий строитель Иса Измайлов не мог и представить, что спустя несколько десятков лет он станет успешным фермером. 170 гектаров собственной земли, ячмень, пшеница, кукуруза, рапс и даже подсолнух. На его полях нет разве что бахчевых, а начинал свою деятельность он весьма скромно. Потянуло меня на эту работу. Где-то я уже 22 года уже фермером работаю. Начала с 20 гектар земли, даже не было ни одной техники, абсолютно ничего не было. Позже ему пришла идея объединиться с соседями и взять совместно в аренду большой участок земли, около 400 гектаров. Инициатива вскоре полностью себя окупила. Поля начали приносить доход. Своими руками Иса построил склад, навес, а уже позже завел домашний скот. 15 голов – это коровы и бычки. С одной буренки он получает в среднем 16 литров молока, но на этом останавливаться не собирается. В планах у фермера увеличить количество голов до 200 и уже профессионально заниматься бизнесом. Единственное «но» – отсутствие места для содержания скота. С просьбой о выделении земли для постройки коровника он обратился к главе республики. Результат не заставил себя ждать. Вот они взяли меня, выделили вот этот участок, примерно через месяц начать постройка. И тут же я в этом году подал документы на грант. Я надеюсь, что я выиграю. Получу тогда вообще у меня будет помощь от государства. Надеюсь, что я получу. Республиканское министерство сельского хозяйства и продовольствия всячески поощряет таких предпринимателей, которые стремятся к расширению своего хозяйства. Поэтому у Исы Измайлова есть все шансы на получение гранта. С другой стороны, в этом направлении сейчас большая конкуренция, ведь фермерское хозяйство в регионе активно развивается. Сейчас Исе помогают в хозяйстве его жена, дети и племянники. Они вместе собирают урожай и засеивают поля новыми сортами. Правда, из-за засухи в этом году хозяйство потерпело убытки в размере 2 миллионов рублей. Помимо погоды вмешиваются и соседи, а точнее соседские лошади. В прошлом году где-то гектару 10 с этой ущербно нанесли меня вот этой лошади. В этом году тоже длится. В этом году где-то гектар 15. Я думаю, вот это то ли в прокуратуре отдать, или не знаю, чтобы они вот это ущерб меня восстановили. В случае получения гранта Иса надеется, что его продукция заполнит все республиканские магазины и рынки и станет толчком развитию конкуренции в сельском хозяйстве. Если же говорить в целом, то увеличение числа фермеров в регионе благоприятно влияет на экономику Ингушетии, особенно в свете политики импортозамещения. Амина Бокова, Сурхо Кусеев, Новости 24. В Министерстве образования Ингушетии продолжается прием документов для трудоустройства краснодипломников. Документы предлагается сдать в отдел профессионального образования. При ведомстве выпускникам необходимо иметь при себе копии диплома и паспорта. Приемный день в пятницу. Напомню, инициатива трудоустройства краснодипломников принадлежит главе республики. Уже несколько лет в рамках этой программы в Ингушетии выпускникам, окончившим вузы с отличием, предоставляются вакансии в различных ведомствах и организациях региона. Специалистов по 5 направлениям готовят в пожарно-спасательном колледже, и все эти профессии можно назвать благородными. Недавно СУЗ обзавелся новыми помещениями, в том числе кабинетами и мастерскими. Прием документов в колледж продлится до 15 августа. Тему продолжит Зарема Евлоева.
Всем, кто выбрал такие благородные профессии, как доктор, спасатель или пожарный, именно сюда. Пожарно-спасательный колледж в Сонджи дает отличную базу знаний своим выпускникам. Яркий тому пример – история Магомеда Аксагова. Молодой человек поступил в колледж в 2013-м. Успешно отучился на медбрата и поступил в Башкирский медицинский университет, где тоже учится на отлично. Студент выбрал сложное направление – сосудистая хирургия. Я приехал на летнюю практику. У меня практика длится 1,5 месяца. Прохожу я практику в Сонджи, в Сонджском ЦРБ, как ассистент-помощник хирурга. Знания, которые дал мне колледж, послужил в дальнейшем большим крепким фундаментом при поступлении в иногородний вуз Российской Федерации. Теперь его примеру последовала и младшая сестра, которая пришла сегодня сдавать документы. Благодаря опыту старшего брата девушка нисколько не сомневается в выбранном СУЗе. Я с детства хотела поступить в медицинский, очень любила всякие эти перевязки, уколы. И сегодня моя мечта сбывается. Я хочу поступить сюда сначала. Меня просто баллов немножко не хватило, чтобы поступить за пределами. Училась хорошо, только 2 четверки. Надеюсь, сюда поступлю, окончу на красный диплом и уже за пределами поступить. Готовят здесь не только медицинских работников. Беслан Арчаков – молодой человек с нелегкой судьбой. Он долго думал над выбором профессии и в итоге остановился на спасателе. Родственники выбор поддержали. Мы уже к этому идем целый год. Целый год говорили. Сегодня поступает мой племянник. К сожалению, он у нас без родителей, круглая сирота. И отца, и матери уже нету почти 4 года. У них есть свой опекун. Вместе с опекуном мы выбирали этот курс, именно спасательный колледж, чтобы он в дальнейшем даже мог доучиться, закончить уже высшее образование, МЧС, и работать дальше для блага нашей маленькой республики. Благодаря новому корпусу, который построен совсем недавно, у студентов появились новые возможности. Специализированные кабинеты, бассейн. Здесь же в мастерской студентам шьют специальную форму. Всего вуз готовит специалистов по 5 направлениям. Вы можете их увидеть на нашем стенде. Сестринское дело, пожарная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, преподавание в начальных классах, а также правоохранительная деятельность. Помимо того, что выдается диплом, также наши абитуриенты в будущем имеют возможность получить сертификаты и свидетельства. Также они получают дополнительную профессию. Это такие, как бортной закройщик, первоначальная подготовка спасателей и так далее. Несмотря на постоянный риск и напряжение, которые рано или поздно сказываются на психике человека, молодые люди продолжают вкладывать все силы в нелегкое дело спасателей, пожарных и врачей. Колледж ежегодно выпускает десятки специалистов, готовых рисковать каждый день собственной жизнью, чтобы спасти чужие. Зарима Евлоева, Амина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Повышение пенсионного возраста, пожалуй, главная тема этого лета, если не считать чемпионат мира по футболу. Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроекта о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года для мужчин до 65 и женщин до 63 лет. Ожидается, что изменения позволят проиндексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в 2 раза превышает уровень прогнозируемой фактической инфляции на конец текущего года. Что думают о новшествах в пенсионной системе политические, общественные деятели и сами работающие пенсионеры, узнавала Амина Бокова. 63 года для женщин, 65 для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве не сходят с первых полос всех новостных агентств России. Уже в сентябре состоится 2-е чтение законопроекта. О том, что оно будет окончательно принято, говорят большинство политологов и экспертов. По их мнению, повышение пенсионного возраста в нашей стране – процесс неизбежный. Ведь нынешняя отметка 55 лет для женщин, 60 для мужчин не менялась больше полувека. Важно понимать, тогда в Советском Союзе на одного пенсионера приходилось 4 работающих гражданина. А сейчас уже у нас осталось 1,7, 1,8 работающих на одного пенсионера. Это мало. Пенсии будут низкие, действительно, со временем, если так оставить как есть. С 2019 года мы ожидаем серьезный прирост. К 2024 году 3,5 миллиона пенсионеров прирост, при этом примерно такое же сокращение численности работающего населения. Поэтому, если никаких изменений в этой
сфере не будет, то к 2024 году тех ресурсов, которые перечисляются как страховые взносы на выплату пенсий в пенсионный фонд, их не хватит даже для того, чтобы поддерживать нынешний уровень пенсий. Больше работающих россиян, больше поступлений в пенсионный фонд. Соответственно, более высокая пенсия. Основная суть нововведений. Хотя и изменениями это назвать сложно. Сегодня трудно найти коллектив, где нет работников под 60 и старше. По статистике, продолжают трудиться 40% мужчин и 55% женщин в возрасте от 55 до 60 лет. Это по стране в целом. В Ингушетии из более чем 100 тысяч пенсионеров почти 20 тысяч человек продолжают трудовую деятельность. Башир Богатырев едва нашел время на интервью. Очередь к одному из самых опытных хирургов страны, заслуженному врачу России, выстраивается еще за сутки до приема. Очевидно, что пациенты больше доверяют врачам со стажем. Башир Богатырев уже более 40 лет спасает человеческие жизни. Несмотря на солидный возраст, он еще полон сил и готов дальше помогать людям. Причем не только пациентам, но и начинающим врачам. Зависит от его здоровья. Если врач может работать, значит, у него огромный опыт. Этот опыт он будет передавать подрастающему поколению нашему. И вообще любой врач с каждым днем что-то новое для себя получает. Нельзя сказать, я уже все знаю. Невозможно это. Что-то новое для врача с таким большим опытом, все равно бывает что-то новое. Со мной на усовершенствовании в Боткинской больнице была доктор, которая закончила в 1951 году мединститут. Это год моего рождения. И приехал на усовершенствование в Боткинскую больницу по хирургии. Работал хирургом. Это был 2010 год. Как говорят сами медики, за профессионализмом каждого врача всегда стоит опытный наставник. Возраст 60 и даже за 70 здесь далеко не предел. Также, по мнению специалистов, люди в наше время медленнее стареют. Причем продлевается именно активный период. Сейчас средняя продолжительность жизни в России на отметке 70 лет. К 2030 году ожидается, что она превысит 80 лет. Возрастной порог для госпенсии растет во всем мире. И в России эта отметка значительно ниже, чем в ряде других развитых странах с высокой экономикой. Так в Японии на заслуженный отдых можно уйти в 70 лет. И это при средней продолжительности жизни 80 лет. В США на пенсию можно уйти в 65, в Германии в 67. Это касается как мужчин, так и женщин. Но вот как обеспечить достойную старость россиянам, пожалуй, главная тема обсуждений не только в Госдуме, но и в региональных органах власти. Свои предложения вносят и общественники. Надо было вообще ввести прогрессивные налоги, я думаю, чтобы много получающие, много зарабатывающие люди платили больше налог. Тогда бы и отчисление в пенсионный фонд было бы побольше. Уже прозвучало здесь предложение от депутатов создать рабочую группу и по тем предложениям и замечаниям, поправкам, которые будут, их обсудить и направить в Государственную Думу между первым и вторым чтением. О безбедной старости для всех россиян говорить пока еще рано. Но уже с 2019 года Кабмин обещает прибавку к пенсии на 1000 рублей в месяц. И если сейчас средняя пенсия по стране 14 тысяч, то через 2 года она вырастет до 16, а в 2024 году до 20 тысяч. Ожидается, что принятие законопроекта позволит уже в 2019 году проиндексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в 2 раза превышает уровень инфляции на конец 2018 года. Прибавка к пенсии будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина. Предлагаемый график выхода на заслуженный отдых в зависимости от года рождения опубликован на сайте ПФР. Здесь же на сайте подробно описано, кого из льготников перемены не коснутся, в том числе и тех, кто трудится на опасных предприятиях. Уже через 2 месяца думские фракции представят свои предложения по пенсионному законодательству, и тогда станет известно, увеличится ли возраст выхода на пенсию или нет. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. С 1 августа по 1 сентября в Ингушетии пройдет молодежный конкурс плакатов «Искусство против экстремизма». Организаторы Министерства культуры и Государственный музей изобразительных искусств. К участию приглашаются творческие люди в возрасте от 14 до 30 лет. На конкурс могут быть предоставлены индивидуальные и коллективные работы. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры Ингушетии. Если житель некоторых сел испытывает проблемы с нехваткой воды, то у кого-то она в избытке. Настолько, что вода пробивается из-под земли и затапливает улицу, а иногда приносит с собой канализационные стоки и неприятный запах.
А теперь подробнее. В Сунже на улице Харланова повреждены водопроводные коммуникации. Тут проблема не только в нерациональном безрасходовании живительной влаги. Местные жители уже подсчитывают ущерб, нанесенный их квартирам. Они обратились в нашу редакцию. На место выезжала Мадина Пугоева. Ручеек бежит, а люди негодуют. Это сейчас вода напоминает родниковую, а еще пару дней назад по этой улице текли самые настоящие канализационные стоки. Источник неприятной проблемы – вот этот двухэтажный дом. отстойный ям бер, я хаш бака карир хасм, я отстойники, а откуда молодых сухош петлях? И таких ям здесь целых 4. На вопрос, откуда течет вода, жильцы проблемного дома отвечают из-под земли. Водопровод, судя по всему, проложили с нарушениями. Вот цукалхи ульгиш дади, никакого доступа к трубе нету. Забетонировано, пол положили, все. Питьевая вода, смешиваясь с нечистотами, течет по улице Харланова уже больше месяца, заставляя местных жителей испытывать неудобства. К тому же невыносимая вонь оказалась еще и травмоопасной. Вначале от этого запаха полностью более-менее иос. Ничего невозможно. Я с первых дней из июля начала вообще. Прорыв водопроводной трубы принес немало хлопот и жильцам проблемного дома. Те, кто живут на первом этаже, уже подсчитывают ущерб. Капитальный ремонт в квартирах, видимо, придется делать заново. حل دابتي كقهر حين دمسيوش كومنا تي كوريدور دح سبالني مسنا عادش أبوش حين لاح تجيقر أولجي تاع حل حي تمود В то время как жители нескольких сельских поселений испытывают острую нехватку питьевой воды, на улице Харланова ее с избытком. Стоит только догадываться, сколько кубов чистой живительной влаги ушло под землю за неполный месяц. Товарищества собственников жилья в этом доме нет и не было доселе. Ответственными за ремонт водопроводной трубы они считают местную власть, которая, впрочем, вины с себя и не снимает. Этот вопрос они обещают решить в кратчайшие сроки. Да, вот это вот мы устраним. Хорошо. Администрация вот это вот устранит. Мы посмотрим, откуда эта вода течет, что с ней. Хорошо. И мы вот это вот устраним. Вопрос, как именно будут ремонтировать водопроводную линию, проходящую прямо под двухэтажным жилым домом, пока остается открытым. Так или иначе, наша съемочная группа будет следить за развитием событий. На улицу Харланова мы вернемся в ближайшее время. Мадина Пугоева, Хамзат Халухоев, Новости 24. Министерство труда составило расписание новогодних и майских каникул на 2019 год. Россиян в январе следующего года ждут 8-дневные каникулы с 1 по 8 января. С учетом 2 последних дней декабря текущего года общая продолжительность новогодних каникул увеличится до 10 дней. В мае 2019 года россияне получат сразу 2 мини-отпуска. Сначала 5-дневные с 1 по 5 мая, а потом 4-дневные с 9 по 12 мая, между которыми придется на 3 дня вернуться на работу. Кроме того, в будущем году планируется 3-дневные выходные с 8 по 10 марта и со 2 по 4 января и традиционный выходной 12 июня. Актриса, певица и просто красавица, звезда советского кино Тамара Яндиева отмечает сегодня свой день рождения. Яркая внешность и хорошие актерские данные подарили Тамаре большую славу. Она играла в театре, кино, а также исполняет ингушские народные песни. В 2010 году имениннице присвоили звание заслуженной артистки России. О жизни и творчестве Яндиевой расскажет Рина Цичуева. Есть что-то таинственное. Хрупкая женщина с сильным характером. Для Тамары Яндиевой сцена давно стала неотъемлемой частью жизни. Она поет о женском счастье, и каждая песня в ее исполнении трогает душу. К родным горам ты сердце обрати, и башням поклонись своих отцов. Тамара
Эндиева впервые заявила о себе как исполнительница фольклорных ингушских песен. Яркая внешность и природное обаяние позволили позже покорить кинематограф. Фильм «Шахрезада» надолго запомнится поклонникам творчества Тамары Эндиевой. Кинокритики признали эту роль идеально сыгранной. Земля и небо, небо и земля. Актриса и певица родилась в Караганде 23 июля 1955 года. Она хорошо училась в школе и в университете, активно участвовала в творческой жизни вуза. В то время Тамаре друзья и родственники предсказывали блестящее будущее. Так и произошло. Тамара Эндиева стала ведущей актрисой Чечено-Ингушского драматического театра. Ее ждали главные роли в известных кинокартинах и настоящая слава. Дороже мне твоя любовь. В 1994 году Тамара Эндиева уезжает в Москву. Она уже сотрудничала с культурным центром «Лом», когда исполнила с Русланом Наурбиевым известную песню «Когда ты придешь к ключу». Композиция «Когда ты придешь к ключу» сегодня звучит на нескольких языках. Впрочем, поют ее на ингушском и представители других национальностей. Тамара Эндиева исполняет песню с грузинским квартетом «Баграти». В 2010 году Тамаре Эндиевой было присвоено звание «Заслуженная артистка России». Это радостное событие произошло незадолго до ее юбилейного концерта, который получил название «30 лет творчеству». С днем рождения Тамары Эндиеву поздравила и глава республики на своей официальной странице в Инстаграм. Юнусбек Евкуров назвал ее настоящим достоянием ингушского народа. Певица была и остается воплощением красоты и женственности и ярким примером того, что женщина с годами становится лишь прекраснее. От коллектива национального телевидения поздравляем талантливую актрису и певицу с днем рождения. Лина Цычоева, Новости 24. Сегодня во всем мире отмечается День китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия ввела запрет на беспощадное истребление этих морских млекопитающих, длившееся около 200 лет. В этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и дельфинов. Особое значение этот праздник имеет для нашей страны, поскольку в российских морях обитают десятки видов китов, тюленей и моржей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы. Ингушские спортсмены приносят успех не только своей малой родине, но и другим государствам. На прошедшем в Германии 54-м международном турнире по вольной борьбе команда из 12 спортсменов, выступающих за сборную Франции, сумела завоевать медали различных достоинств и в итоге занять второе общекомандное место. Трое из них являются уроженцами Ингушетии. С ними встретился Микаил Тангев. Финальный свисток судьи знаменует единогласную победу Исмаила Мургустова в полуфинальной схватке и приносит юному спортсмену серебряную медаль на престижном международном турнире в Германии. На протяжении всего первенства ингушский борец провел 2 боя в весовой категории 29 килограмм и, к сожалению, в финальном поединке уступил золото. Исмаил довольно опытный вольник и имеет в своем активе немало наград. Тренироваться тренировка, так дух приема отобрать в этажи, так умнурся, дика, так тренер умнуртхо, чтобы выиграть до тренирования, стараться дур и выиграть раз, последний проиграть театр, последний дикертин защит, атака ердик. В спортивном клубе GCK Страсбург во Франции вместе с Исмаилом Мургустовым в одном зале тренируются и 2 родных брата – Ибрагим и Исмаил Барахоевы. Они также выступили на этом турнире, завоевав золото и серебро в весовых категориях 30 и 31 килограмм. Как оказалось, ребята очень скромные в жизни и не любят рассказывать о своих достижениях. Но несмотря на это, схватки на татами всегда показывают блестящие результаты. И последнее, второй матч схватки из мыштрения гадут своим составляется. Дикране. А соперник Халварихан?
средний варвари, а кофтвал может эхту бяура, мала приема с кофтвяура. Кого шалет? Бросок. Бросок. Бросок, я кофтвяури. Главное, что скромность не мешает им быть лучшими в поединках и радовать своих болельщиков победами. Всего в турнире участвовали около 280 борцов из Германии, Франции, России, Бельгии и Швейцарии. Из 22 команд сборная Франции, в составе которой были и ингушские спортсмены, заняла второе общекомандное место. Такой успех, несомненно, большая заслуга тренеров. Наставники обучают своих воспитанников не только навыкам борцовского мастерства, но и также прививают им дух братства, команды и мужества. Изначально, когда мы начинали, перед началом, мы, естественно, проконсультировались со многими старыми тренерами. То есть одним из них является и мой дядя Барахоев Алаудин, который воспитал очень много спортсменов. Одним из которых является Барахоев Адам. Мы все про него знаем. Он нам очень много помогает в тренировочном процессе, в воспитании детей. И тренировка проходит в обычном режиме, как и в большинстве. Естественно, вдалеке от родины чуть-чуть сложно, но мы стараемся. За 6 лет существования клуб GCK Страсбург воспитал немало победителей и призеров различных престижных турниров по всему миру, завоевав порядка 400 кубков, медалей и грамот. На сегодняшний день в спортклубе тренируются 60 ребят. Отрадно, что имена ингушских ребят все чаще звучат на мировой спортивной арене. Микаил Тангиев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Увидимся завтра в 21 час. Всего доброго.